Салам, друзья! Меня по-прежнему зовут Саша. И сегодня, друзья, у нас с вами будет всеми долгожданная вторая часть видео про историю Кыргызстана. Первая часть вам очень сильно понравилась. Ой, господи, не буду скрывать, и мне безумно было интересно познакомиться с историей этой великой страны и любимой для меня. Если что, кто не видел первую часть, спускайтесь вниз в описание и в подсказке, вот это видео, ссылка в описании, зацените. Как раз это видео выходило еще ко Дню независимости и тоже было в тему. Последний раз мы с вами остановились на борьбе енисейских кыргызов за независимость. Это битва в Сунга, а сегодня мы посмотрим Таласскую битву и много всего другого. Поэтому не переключайтесь, будет очень интересно. История Кыргызстана очень богатая, и я не знаю, сколько частей еще может выйти, потому что нам с вами предстоит узнать еще очень многое. И так как нас сейчас закрыли на карантин, то есть в нашей школе объявили карантин нашему классу, то я буду познавать историю теперь не на уроке, а вместе с вами. И так, если честно, мне нравится намного больше. Поэтому, друзья, давайте же не будем долго задерживаться и поехали! Ну что, начинаем? В 709-711 году енисейские кыргызы воевали с восточными тюрками. На территории современного Кыргызстана происходили не менее значимые события, Ух ты, интересно, которые какие? впоследствии повлияют на становление кыргызского народа. Более 1200 лет назад, в 751 году, у реки Талас в Таласской долине встретились полчища арабских и китайских воинов. Это была знаменитая Таласская битва, да, я, кстати, про нее написана слышал в учебниках по мировой истории. Чем же знаменита? Да, написано. Я точно помню то, что нам про это рассказывали на уроках истории. 4 Давайте дня узнаем. Два больших войска стояли у реки, в ожидании, когда одна из сторон нападет. Проживало на данной территории племя карлуков, которое изначально было на стороне китайцев. За 4 дня ожидания карлуки успели договориться с арабами, и в финальный день атаковали китайцев с фланга. Воодушевленные арабы перешли реку и разбили китайскую армию, убив около 100 тысяч человек и пленив около 20 тысяч. Эта битва может показаться такой же, как и все другие битвы. Одни победили, другие проиграли. Однако с политико-исторической точки зрения, эта битва имела огромные последствия для всей Центральной Азии и кыргызского народа. Китайцы после поражения у реки Талас не ступали в Центральную Азию около 1000 лет. Это способствовало формированию региона без Китая и распространению ислама. При этом тюрки сохранили культуру кочевников по всем основным направлениям. В дальнейшем у тюрков появляется первое оседлое исламское ханство караханидов. Кара из древнекыргызского «сильный», «крепкий». Это происходит в 940 году. Караханидское государство находилось на территории современного Южного Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Столица была в Баласагуне, современный Токмок, а позднее в Узгене и Самарканде. Это первое тюркское государство, где официальной религией был ислам. Часть народа стала оседлой. И это дало тюркскому миру первых ученых, таких как Аль-Фараби, Махмуд Кашкари-Барскони и Джусуп Баласагуни. Вы, наверное, видели его фотографию на 1000 сом. Ну, я, кстати, не видел, потому что сом я никогда в жизни не видел. Но на фотках видел, но я не знал, кто это. Переселил тюркские народы в города. А с оседлым образом жизни появилась возможность не только гонять табуны лошадей и отары овец, охотиться и воевать, но и грызть гранит науки. Да, развиваться, то есть... Вспоминая битву в лесу Сунга в 711 году, стоит отметить, что енисейские кыргызы приходили в себя более 100 лет. Все эти 100 лет кыргызы платили налоги сначала восточным тюркам, как бы становились кыргызами, а затем и уйгурскому каганату. До 820 года было много попыток стать независимыми, но они не имели успеха. И только в 820 году енисейские кыргызы стали достаточно сильны, чтобы бросить вызов уйгурскому каганату. Кыргызский аджо объявил себя каганом. Каган – повелитель всего кочевого мира, что было вызовом уйгурскому кагану и веской причиной для войны. Из-за этого уйгурский каган отправил войска на Енисей, которые были разбиты кыргызской армией. Между енисейскими кыргызами и уйгурским каганатом началась война, которая длилась 20 лет. Но удача отворачивается от уйгурского каганата. Государство терпит падеж скота. Уменьшается население. Все больше людей болеет.
Кроме всего прочего, в Все Каганате основные плохие признаки разворачивается в те времена междуусобная борьба. В итоге кыргызский аджо пишет ультиматум уйгурскому Кагану и отправляется в поход на столицу уйгуров. Ах да, если вы не знали, ультиматум это что-то типа сообщение своим оппонентам, в котором ты им как бы угрожаешь, что если они что-то не сделают, то ты пойдешь на них войной. Ну или просто впустишь свое войско в действие. В случае отказа, если что. Судьба твоя решена. Я скоро возьму твою орду, где Да, у входа вот. привяжу Это своего и коня есть угроза. и подниму свое знамя. Если хочешь потягаться со мной, приходи немедля. Если нет, то убирайся с моего пути. В 840 году кыргызы побеждают уйгуров, и аджо Молодцы. водружает свой флаг в столице уйгурского каганата Ордо-Балыки, грабит город и становится каганом. Около 100 лет существовал кыргызский каганат, который позже назовут кыргызским великодержавным государством. Имена кыргызских предводителей до нас, к сожалению, не дошли. Жалко. Есть версии, что предводителя кыргызов перед Манас. походом назвали Манасом. По одной из версий, Манас или его прообраз жил в это время. Ну, не Кыргызский знаю, каганат не знаю. продержался недолго. Причиной тому стало рассредоточение кыргызских племен по большой территории. Это интересная Также теория, но не факт, что рассредоточение она способствовало правдивая. переселению первых кыргызских племен на территорию современного Кыргызстана. Ведь теперь уже кыргызский каганат простирался от Сибири и Монголии и до Ферганы. За те века довольно кыргызской большой истории, о которых мы говорили ранее, 2000-летняя мы можем история, проследить, напоминаю. как появилось первое Огромная упоминание о кыргызах. Даже многие мне Как писали то, некоторые что части намного больше, 2500 лет и больше кыргызских писали. племен, примкнув к Аттиле, образовали родственные государства Братьев в в Европе. первой части было. Как начиная с 7-8 веков, кыргызы постоянно вели борьбу за свою независимость и в конце концов получили ее в виде великодержавия и большого государства. То, что государство располагалось на такой большой территории, говорит о том, каким на самом деле большим был кыргызский народ. Следует понять, что мы, нынешние кыргызы, были его частью. Да. Так же, как и другие родственные народы Енисея и каждой Алтая стране. сегодня. То есть то, что все повлияли на то, что происходит с страной сейчас. Это важно. Фух, друзья, ну что, сегодня я в очередной раз убедился, то, что история Кыргызстана по правде великая и огромная, и полна интересностей. А еще я очень рад, потому что я понимаю то, что нас ждет. Я уже предвкушаю еще много частей истории Кыргызстана. Друзья, а как вам эта рубрика? Нравится? Хотите ли вы побыстрее продолжение? Пишите в комментарии. Также буду вам очень сильно благодарен, если вы мне расскажете еще какие-нибудь интересные факты про историю своей родной страны. Или еще что-нибудь интересненькое. Потому что я безумно люблю познавать, и не только вашу страну, просто люблю познавать. И мне это очень нравится, что-то узнавать, что-то изучать, расследовать и все тому подобное. Поэтому, если вам нравится рубрика истории, то я буду с радостью ее продолжать. Потому что я прям с безумным удовольствием провожу время с вами. А также не зря его трачу, потому что я получаю новое знание истории. А это тоже важно. Все войны, все пути становления Кыргызстана Кыргызстаном, они реально интересны, и я хочу побыстрее их узнать. Поэтому ставьте лайк, и тогда часть выйдет побыстрее. Я вас очень сильно люблю. Огромное спасибо за просмотр. Жду ваши комментарии. Очень хочу с вами пообщаться. С вами был я, Саша, и Кыргызстан с его великой 2000-летней, или не только, историей. Пока-пока. Да.